Я же тогда с Магомедом Муцольгом даже разговаривал, когда вот здесь мы сидели, я просто говорю, ну, слушай, мне просто интересно, вот честно скажи, ты правда так думаешь? Он говорит, да, я правда так думаю, что надо одну башню оставить, больше ничего не делать. Ну тогда я ему тоже задал вопрос, а что ты не пошел хотя бы один раз в год там траву выкосить, там, пощипать, там, поработать, там, содержать хотя бы тогда, если тебе так это важно, заросший там мемориал. Ты там когда был? Ну здесь он признался, что он там не был там уже, там, даже не помню, когда был последний раз. Впрочем, все тот же Магомед Муцольгов уже сейчас призывает жителей Ингушетии проявить чувство патриотизма и проголосовать за отставку главы республики и расформирование парламента Ингушетии. Фотографии с лозунгами об этом пару недель назад появились в сети интернет. Участники встречи высказали свое мнение и по этому вопросу. Меня немножко удивила наша позиция, Юмсбек Мангеревич, в отношении этого деятеля Муцольгова, который с плакатом стоял, доказывал, что главу и правительство надо отправить в отставку. Ну, во-первых, это незнание самой Конституции, потому что отставка таким образом не бывает. Я уже не говорю о нашей Конституции, он не знает даже российскую Конституцию, соответствующие федеральные законы. Я не об этом говорю. Но мне кажется, это призыв к беспорядку просто-напросто. Это повод, который заключается в склонении некоторых неустойчивых лиц к такому вот протестному движению. Мне кажется, здесь необходимо четкое и ясное административное реагирование на такое поведение. Я, с вашего позволения, не соглашусь с вашей позицией, что с плакатом в отставку главу республики там, или кого-то другого нельзя стоять. Ну, в этом и есть работа нашего, в том числе Совета по правам человека. Ну, хочет он стоять, пусть стоит. Но самое главное-то не в том, что на плакате написано. Самое главное, чтобы люди видели, кто этот плакат в руках держит. Вот это главное. И я думаю, что люди это тоже видят. Это раз. Он имеет на это право, и другие имеют право. Посмотрите, кто взял, как там говорят, там, эстафету. Имеют они, у каждого есть своя история. У них своя история, у меня своя история, у председателя правительства своя, у председателя Я с вами своя. не согласен. Поэтому, нет, в этом и есть наша демократия. Мы друг с другом соглашались или не соглашались. Поэтому пусть стоят. И если это переходит за грань закона, конечно, все по закону будут отключать. Но, опять же, такие деятели, они обычно, даже когда сами закон нарушают, они всегда на любую реакцию там, органов правопорядка это все вводят на политическую плоскость. Это тоже так, не у нас, а во всем мире. Поэтому я здесь не углубляюсь, я скажу, что имеют они на это право. А если за рамки закона вышли, здесь, конечно, должны органы правопорядка заниматься. Но не вы, как правозащитники, вам это не нужно.